Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 14 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Достанем 3 карты на отношения, 3 на работу, 2 на финансы. Так, и итоговая карта у нас. Итог дня. Итак, 8 трефовая выпадает как карта дня. Значит, сегодня у нас будут какие-то очень важные, большие планы, какие-то масштабные цели. Либо мы будем стремиться общаться с какими-то людьми, либо высокопоставленными, либо людьми, которых вот все уважают, либо это люди, которые могут нам в чем-то помочь. У них есть какие-то возможности, связи и так далее. То есть, чтобы нашу цель большую какую-то осуществить, они могут нам помогать сегодня. Кроме того, карта говорит еще и о том, чтобы мы как-то старались сегодня быть как можно на более высоком энергетическом уровне, да, то есть настраивать себя на позитив, на оптимизм, на то, что все получится, обязательно все сложится и так далее. То есть очень важен именно энергетический такой настрой, чтобы вот именно по энергетике вы совпадали с вашими высокими целями и с теми людьми, которые вот могут вам в этом помочь. Если же у вас сегодня будут какие-то трудности, сложности, то вот карта рекомендует все-таки оставить это на потом, да, либо подождать какого-то времени подходящего, да, либо подходящего человека найти для того, чтобы вопрос решить. Ну, в общем, не делать каких-то резких движений, не нужно в лоб, да, решать ситуацию. Лучше посоветоваться с кем-то знающим, лучше обойти ситуацию как-то с другой стороны, да, то есть не нужно менять цели. Может быть, нужно поменять тактику, подход, да, может быть, нужно добавить что-то вам, прежде чем вы решите вот этот вопрос. Может быть, вам не хватает каких-то ресурсов, там, денег, знаний или еще чего-то важного для того, чтобы этот вопрос решить. Так, что будет помогать? Будут помогать люди, которым мы нравимся, да, которые готовы нам помочь и которые имеют весь тот ресурс, да, который вот нам нужен. А также карта говорит о том, что нужно будет обязательно доводить дело до конца. То есть нужно настроиться на то, чтобы я сделаю во что бы то ни стало, да, никогда не откажусь от своей цели. Вот такой настрой поможет все-таки завершить проект, да, выполнить задачу, быть очень довольным результатом и так далее. А также поможет, знаете, такое зрелое, мудрое отношение к людям, к жизни, к себе в том же числе. Еще очень важно сегодня оставаться, знаете, таким вот невозмутимым, безмятежным, да, даже что бы вот ни происходило, нужно верить, что все к лучшему. Очень хорошо сегодня обращаться к профессионалам, да, вот это может быть человек, который либо научит вас чему-то, да, либо сделает что-то для вас очень профессионально. И самим тоже хорошо учиться, добавлять себе каких-то знаний, профессионализма и так далее. Что будет мешать? Будет мешать десятка пиковая. Будет мешать желание все бросить и начать стремиться к какой-то новой цели. Отвернуться от тех людей, с которыми вы не можете договориться. Или, может быть, не закончить обучение. Или, может быть, отказаться от там, продажи, покупки чего-то. То есть не нужно сегодня как-то все кардинально менять. Нужно все-таки оставаться в своем круге знакомых, да, в своем образе жизни. Может быть, если, допустим, дело касается каких-то поездок, путешествий далеких, да, то, может быть, даже нужно вот сегодня отказаться, если вот что-то не ладится. Теперь отношения. Для отношений выпадает у нас, для тех, кто в поиске партнера, выпадает десятка трефовая. Карта говорит о том, что есть возможность встретить человека довольно-таки крепко стоящего на ногах, да, у него уже есть какой-то профессиональный опыт, у него хорошее положение в обществе, он, скорее всего, имеет сбережения, там, хорошо зарабатывает, да, то есть человек, который, ну, не последний, скажем так, не последнее место занимает в обществе, там, в фирме и так далее.
очень хорошее знакомство, этот человек может действительно быть вам очень полезен. Теперь, что ждет тех, у кого есть пара уже, десятка червовая? Карта говорит о том, что вы будете сегодня, скорее всего, настроены на то, чтобы помогать друг другу, чтобы, в общем, делать все, чтобы поддерживать близкого человека своего, да. В принципе, у вас очень хороший день для отношений. Это, скорее всего, будет действительно необходимость принять какое-то важное решение, может быть, сделать какой-то важный выбор, может быть, вам нужно будет помогать своему партнеру, знаете, вот как-то выполнять роль посредника между ним и другими людьми, допустим, там между его родителями, да, или, может быть, между там чиновниками им. То есть придется как будто бы вмешиваться в эти отношения, и эта ваша помощь, она будет очень полезна, да. Может быть, допустим, ваш партнер как-то там агрессивно может себя повести, да, а вы можете смягчить ситуацию. Или, допустим, он не умеет договариваться, а вы умеете, да, вот как-то здесь вот можно помочь. Для тех, кто в ссоре, дама пиковая, карта говорит о том, что вы вполне можете сегодня помириться, причем вот если, допустим, была какая-то сложная ситуация, и вы друг друга не понимали, вот сегодня все прояснится, вы поймете, что, в принципе-то, и зря, наверное, ссора была, да, то есть, скорее всего, каждый из вас поймет, что можно было обойтись без ссоры, можно было договориться. В работе шестерка трефовая у тех, кто в поиске работы, скорее всего, ту работу, на которую вы нацелились, сегодня вот сложно получить, либо только через посредничество какое-то, да, или, скорее всего, вообще вот сложно. Скорее всего, это не тот день для того, чтобы получить желаемое. Но вы можете, наоборот, найти что-то новое, которое вы не ожидали. Да? Может быть, вам действительно нужна какая-то работа, а вы о ней даже не думали. То есть сегодня могут быть какие-то интересные предложения. И вот карта рекомендует соглашаться, даже если вот первое у вас будет такое впечатление, что нет, это не мое, или я не справлюсь, или еще что-то вот в этом роде. Да? Вот попробуйте согласиться, потому что для вас это действительно какой-то шанс, может быть, очень хороший. Для тех, у кого уже есть работа, семерка пиковая, карта говорит о том, что могут быть какие-то известия вот о вашей работе, да. Они связаны у нас с профессиональной деятельностью, с организацией процесса, с, может быть, теми товарами и услугами, которые вы распространяете, продвигаете и так далее. Да? В общем, знаете, вы сегодня, скорее всего, либо информацию какую-то получите о своей работе, да, какую-то новую совершенно, либо, может быть, будет какая-то награда, да, или, может быть, вот просто вас заметят, допустим, начальство заметит и как бы вас там оценит, да, то есть будет очень приятно. Кроме того, может быть, придется заполнять какие-то бумаги, писать заявления, может быть, нужно будет предъявлять какие-то справки или еще что-то такое, то есть что-то связанное с бумагами вполне тут может быть. Или, может быть, вам, допустим, нужно за что-то платить, вот у вас, допустим, там коммунальные услуги дома не оплачены, да, и вы можете просто писать заявление, чтобы вам выдали аванс или еще что-то вот в этом роде. Для тех, у кого свое дело, шестерка бубновая, карта говорит о том, что у вас новые возможности появляются, открываются, а если были какие-то сложные ситуации, может быть, даже опасные ситуации, то они разрешаются очень счастливо. И вообще в любых делах будут очень хорошие результаты, удачные, счастливые. Да, особенно это касается каких-то перемен очень важных вот именно в вашей деятельности. Да? Может быть, это новые люди, может быть, это новые планы. В общем, что-то новое тут для вас вполне может очень удачно пройти. В финансах, для тех, кто на зарплате, король бубновый, карта говорит о том, что сегодня вполне может быть день зарплаты, да, или, может быть, частично какие-то деньги вы можете получать. Либо здесь может быть
какое-то предложение по финансам для вас хорошее, да, может быть, вы договоритесь о том, что зарплата вам будет увеличена, или еще какая-то выплата может быть. Для тех, кто своим делом зарабатывает, семерка бубновая, карта говорит о том, что у вас будет, скорее всего, несколько источников дохода или несколько там сделок, продаж, да, которые в совокупности будут давать неплохой доход. Ваша оплата, вернее, ваши деньги будут зависеть от других людей, от ваших коммуникаций, да, и так далее. То есть чем больше вы обращаетесь к клиентам, к коллективу своему, да, вот чем больше вы общаетесь, тем больше у вас денег. По итогу дня выпадает туз пиковый. Карта говорит о том, что, скорее всего, день будет нелегкий, да, и вы будете чувствовать себя, может быть, в чем-то даже разочарованными, да, может быть, что-то будет сложно как-то прожить, пережить, сложно будет именно эмоционально. Скорее всего, здесь ситуация такая, что вот то, что мы планируем, есть у нас какие-то цели, да, не все сбывается так, как мы хотим. В этом проблема и в этом наше разочарование. Но, в принципе, вечером мы можем вполне переключиться на что-то приятное, да, это может быть какая-то романтика или какая-то вкусная там еда, может быть, в гости куда-то пойти, да, или к себе пригласить друзей, как-то приятно время провести, для того, чтобы как-то сгладить вот острые углы этого дня, да, это было бы неплохо. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!